И в начале выпуска традиционная рубрика «Официальная неделя». На очередном аппаратном совещании в Акимате Акмолинской области были рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, соответствия современным требованиям торговых рядов, а также подготовки к предстоящему единому национальному тестированию. По информации начальника управления образования области Марата Ибраева, с каждым годом средний показатель уровня знаний становится выше. В 2010 году 89 детей получили знак «Алтын белгі», а в прошлом году 116 выпускников подтвердили свои высокие баллы. В этом году 252 претендента на медаль и 54 выпускника на аттестат особого образца. В этом году ЕНТ будут сдавать свыше 4000 выпускников. Национальные высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организации общего среднего образования текущего года, которые прошли ЕНТ, а также участники комплексного тестирования, то есть выпускники прошлых лет и других учебных заведений, набравшие по результатам тестирования не менее 70 баллов. Подчеркиваю, это для национальных университетов. Другие высшие учебные заведения не менее 50 баллов. Аким области отметил, что для учащихся 11 классов должны быть созданы все условия, чтобы дети могли чувствовать себя комфортно во время сдачи ЕНТ. Около 200 пассажирских автобусов будут выделены для доставки выпускников к центрам сдачи экзамена. В этом году они оснащены специальными комнатами с видеонаблюдением за аудиториями и подавителями сотовой связи. На аппаратном совещании были подняты и проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса. К примеру, некоторые госорганы слишком часто проверяют бизнес-предприятия, требуя при этом мзду за незаконные услуги. Приведя подобные факты, начальник департамента финансовой полиции Максут Налибаев отметил, что бизнес-структурам надо опираться на помощь его ведомства. На совещании был рассмотрен вопрос реконструкции центрального рынка Кокшетау. Она проводится в рамках программы развития торговли на 2010-2014 годы. Во исполнении данной программы, а также в целях повышения уровня обслуживания населения, благоустройство территории Орталық-Базар планируется проведение работ по реконструкции открытой торговой площадки. Реконструкция включает в себя демонтаж существующих торговых киосков, строительство на высвобожденных участках двух современных крытых торговых павильонов площадью более 4500 квадратных метров. Новые торговые павильоны будут оборудованы системами отопления, канализации, энерговодоснабжения, кондиционирования воздуха. Глава региона подчеркнул, что нужно уделить максимальное внимание реконструкции рынка, чтобы создать условия для каждого посетителя. Нам продемонстрировали общий облик, скажем так, эскиз, да, но этого недостаточно. Каждый из нас имеет право в данном случае знать, а сам, скажем так, более детально. У нас должны быть созданы реально хорошие условия для наших покупателей, для потребителей, для жителей города Кокшетау. Но в то же время есть вопросы, которые затрагивают общественный интерес. Мы сейчас должны это все весь вопрос проработать. Особое требование должно быть к качеству работ, сказал глава региона. Вместе с тем отметил, что подрядчики должны выполнить работу в полном объеме и в срок. До окончания работ продавцам будут выделены места на рынке «Шайба». Работы по модернизации рынка должны быть завершены в октябре этого года. На совещании также отмечено, что планируется расширение коммунального рынка Кокше-Кампор. Назначен новый аким Бурабайского района. Ранее занимавший эту должность Владимир Балахонцев уволен по собственному желанию. На внеочередной сессии районного маслихата депутаты поддержали предложенную главой региона кандидатуру Алиби Газиза. Алиби Газиз – уроженец Кокшетау, 61-го года рождения. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Булакский», работал ветеринаром, железнодорожником, занимал руководящие должности в финансовой и правовой сферах. До вступления в должность акима Бурабайского района был директором Государственного национального природного парка «Бурабай». Приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, даю слово трудиться, не покладая рук, чтобы улучшить положение жителей района. Значение Бурабайского района велико для всей республики. Президент страны Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана отметил важность развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны. На необходимость улучшения инфраструктуры указывает и глава региона Кайрат Кожамжаров. В своем выступлении он обозначил новые задачи, стоящие перед руководством района. Я вас попрошу поддержать нового акима. Почему? Потому что задача очень серьезная. Это масштабность не районного уровня, а республиканского уровня. Я думаю, что наш район скоро превратится в такой центр международного туризма, что мы и сейчас гордимся, но мы уже будем гордиться тем, что вся инфраструктура,
все объекты этого района будут соответствовать международным стандартам. В ходе сессии выступили также депутаты и члены Совета ветеранов. Айнагуль Тимирханова, Галия Ашкинова, Достур Талгатулла, Айбек Данияров, Апта.